Ярко-зеленые заросли с резными листьями. Так выглядит один из самых агрессивных врагов здоровья на юге. Амброзия полыннолистная, завезенная из Северной Америки, захватывает пустыри, обочины дорог и дворы Магаса. Ее пыльца – бомба замедленного действия. 25 зерен на кубометр достаточно для начала аллергической реакции, а одно растение производит миллионы частиц. Покосы мы делаем с 1 апреля по октябрь месяц. А по амброзии мы работаем уже в летние месяцы, это май, июнь, июль, до августа месяца, желательно до того, пока она не начнет цвести. Чтобы остановить нашествие сорняка, в Магасе действует система точечных ударов. Коммунальные бригады зеленхоза проводят покос на общественных территориях. В основном мы работаем гербицидами сплошного действия, с ведущим этим препаратом, который Спрут Экстра, это самый лучший на сегодняшний день, который мы используем, с хорошим содержанием основного глифосата средства. Концентрация пыльцы амброзии в нашем регионе высокая. У пациентов развивается не только риноконъюнктивит со слезоточением и удушающим кашлем, но и бронхиальная астма. Особенно уязвимы дети и пожилые люди, поэтому борьба с вредоносным сорняком не прекращается. Мы за эти несколько лет почти на минимум сводим ее присутствие. Аллея Отца, большое количество было, парк Шелковый путь. Почти уже на 100% мы убрали амброзию. По улицам, центральным улицам тоже уже отсутствие. Амброзия опасна не только для людей. Забирая из почвы 15 килограмм азота и 1,5 килограмма фосфора на 1 килограмм своей массы, она превращает плодородные земли в пустыри. Если корова съест цветущий стебель, молоко станет горьким, а семена сорняка сохраняют схожесть до 40 лет. Борьба с амброзией как марафон. Чтобы очистить участок, нужно 2-3 года регулярной прополки. Но игра стоит свеч. По прогнозам врачей, это сократит число астматиков на 60%. Тамара Шагульгова, Белял Ахильгов, Магас 24.